наша кровь. Здесь она не прямо из-под барана, да. И еще хочу заметить, можно, в принципе, кровь морозить. И в последующем тоже ее использовать. Единственное, здесь есть такой нюанс, смотрите, ребята. Вот я беру емкость, беру терочку, да. Вот таким образом. Ее надо обязательно растереть через терку. Да, вот такие сгустки. Да. Свернувшейся крови, да, это получается эритроциты, да? Ну, и вот таким образом я ее натираю. Обязательно это надо сделать, потому что кровь не получится, если мы будем с такими сгустками. Потому что будут прям вот такие отварные сгустки вот этой крови. Да. Она сварится, и она не очень вкусная, потому что эту кровь мы должны смешать еще с имджином, да, добавить соль, перец. Да. Здесь остальная кровь у нас получается натертая. Добавляем. Пока в сторону ставлю, достаю имджин. И таким образом крошу его. Нам обязательно надо ее смешать. Шинкуем его. Чем меньше, тем лучше. И добавляем его. Я вот примерно делаю 1 к 1, да? Если вот там у меня пол-литра крови, то я где-то полкилограмма семджина туда кидаю. Мы берем венчик. Я добавляю молоко. Молоко надо обязательно. Молоко смягчает и не дает в дальнейшем свернуться крови. Вот таким образом. Да. Молоко смотреть уже на усмотрение. Некоторые прям руками его перемашивают, но я стараюсь венчиком это все делать. Некоторые еще добавляют муку. Но если по настоящему приготовить, то муку лучше, конечно, не добавлять. Схватился. Сейчас вот мне нужен помощник. Веронику я попросил, она сейчас поможет. Смотри, Вероника, вот здесь вот есть дырочка, да? Это вот прям такая она сама идти. Мы должны ее вот таким образом отобрать. У тебя получится вот так отдержать? Видишь, она сама по себе слишком скользкая, поэтому она будет прям туда проваливаться. Главное ее чуть-чуть. Я кровь готовлю не традиционно, я готовлю ее в кишке. Да. Традиционно готовят ее в сучке. Сучок — это желудок. Вот так чуть-чуть вверх поднимай. Ага. Вот видишь, еще давай напоследок, потому что было рассчитано именно реально на эту кишку. Это примерно пол-литра крови, 250-300 мл молока и полкилограмма. Это приподнять, да. И вот такой ниточкой я завязываю простой ниточкой, не капроновой, потому что капроновая все равно в дальнейшем пропускает. Все равно, давай. Все, спасибо. Можешь руки мыть. Да, вот таким образом вот мы завязываем. Да, это уже на варку. И если вы посмотрите, то у нас получается вот такая колбаса. Они все говорят,